Добрый день. Эфир НТРК Ингушетия продолжают новости 24. И в начале выпуска коротко о главном. Продолжается реконструкция дороги Назрань-Малгобек-Курб. Новое покрытие соединит Кантышевский перекресток и Верхние Очилуки. В Ингушетии впервые проходит фестиваль легкомоторной авиации. Канны, петуни, бархатцы и георгины. В Назране ведется благоустройство территорий. Власти Ингушетии планируют в этом году полностью ликвидировать двухсменный режим обучения детей в первой школе сельского поселения Троицкое. Главная проблема – общеобразовательное учреждение будет решена путем строительства нового трехэтажного здания. Насколько качественно выполняются строительные работы, проверил Юнусбек Евкуров в рамках рабочего визита в Сунжинский район. Как сообщили подрядчики, здание предполагается сдать в эксплуатацию к сентябрю 2016 года. Школа вместит порядка 430 детей и позволит перейти из двухсменного в односменный режим обучения. В новом здании будут располагаться актовые и спортивные залы, медкабинет и отдельный пищеблок. Словом, будут созданы все условия для организации полноценного учебного процесса. Более того, планируется обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов к объекту. По итогам осмотра объекта глава Ингушетии отметил необходимость завершить строительство до 20 августа текущего года. Кроме того, руководитель региона распорядился благоустроить улицу Братскую, расположенную рядом со школой, в том числе путем привлечения внебюджетных источников. Расширенная трасса с гладким покрытием. Продолжается реконструкция дороги Назрань-Малгобек-Курб. Качественное покрытие уже соединяет средние и нижние Очилуки. На этот раз ремонтные работы ведутся на участке дороги между Кантышевским перекрестком и Верхними Очилуками. Подробнее Румина Ахриева. Ремонт участка дороги Назрань-Малгобек-Курб после долгого затишья наконец возобновлен. Среди целей, поставленных перед рабочими, расширение дороги с 7 метров до 11, сглаживание так называемых острых углов и максимальное выравнивание самой дорожной полосы. Толщина этого асфальта, первый слой черный щебень называется, это 8 сантиметров, второй это мелкозернистый 7 сантиметров и финишный 5 сантиметров. Вот часть, которую мы ложим, это называется финишный. Всего толщина этого асфальта 20 сантиметров. В ремонте задействовано несколько бригад, одна из которых состоит из специалистов, приглашенных из Ставропольского края. Одно время ходили слухи, что дорогу якобы больше чинить не будут, и что специалисты уехали, сославшись на то, что их плохо финансируют. Как выяснилось, специалисты все еще работают. А такой долгий застой или перерыв в работе ремонтники объясняют тем, что так, по их словам, запланировано. Общая стоимость всей дороги 313 миллионов рублей всего участка. Это, практически нам пришлось бы все другие работы затормозить, именно все кинуть на этот участок. Поэтому было так распределено по годам, по участкам, так и было запланировано. Мы в один год все равно не можем такие работы завершить. Ежедневно по этой дороге в обоих направлениях проезжают тысячи машин. Ислам Аздоев, как и многие другие автолюбители, с нетерпением ждет, когда вместо пыльного грейдера с кучей ухабов здесь появится ровное дорожное покрытие. Я езжу очень часто по этой дороге, и заметно было, что она не в наилучшем состоянии была. И хорошо, что начали, хоть и с запозданием немного, но ремонтируют потихоньку. В ремонтных службах жалуются, если утром поставить на участке 30 конусов, обозначающих, что в этом месте дорогу ремонтируют, к вечеру их остается лишь 2 или 3. Зачем они понадобились нерадивым водителям, непонятно. Как и то, чем они руководствуются, игнорируя знак, указывающий на то, что этот участок дороги лучше объехать. Ремонт участка дороги от Кантышева до начала Верхних Очилуков планируют завершить до конца этого года. А 3,5 километра, на которые и поступает большинство жалоб водителей, будут приведены в порядок до конца священного месяца Рамадан. Так что поехать в Малгобек, поздравить родственников с праздником можно будет комфортно и не запачкав в пыли новенький костюм. Румина Ахриева, Рамзан Зурабов, Новости 24. Показательные полеты с выполнением фигур пилотажа, в том числе и со зрителями в качестве пассажиров. В Ингушетии впервые проходит фестиваль легкомоторной авиации. В республику прибыли порядка 10 пилотов. Наш корреспондент Магомед Асканов смог пообщаться с ними до начала шоу.
В аэропорту имени Сулымбека Асканова высадился целый десант легкомоторного транспорта. На первый взгляд даже и не скажут, что эти самолеты могут преодолеть расстояние в 1000 километров, а то и больше. Но именно им предстоит украсить авиашоу в небе над Ингушетией. Первый фестиваль легкомоторной авиации пройдет здесь, на территории аэропорта Магаз, уже завтра. Мероприятие открыто для всех желающих. Жителям и гостям субъекта покажут авиационную технику. Запланированы обсуждения перспектив развития легкомоторной авиации в республике. Здесь же пройдут показательные полеты с выполнением фигур пилотажа. Евгений не успел приземлиться, а уже смотрит за своим железным, как он ее называет, другом. Этот легкомоторный самолет, по словам Евгения, покажет настоящее зрелище. Публика будет в восторге. Мы периодически участвуем в разного рода фестивалях, слетах. Вот скоро будет, через 2 недели, в конце месяца будет в Уфе слет, туда полетим. Вот на ЮЦ были, сейчас вот к вам прилетели. Ну, это очень хороший способ пообщаться с другими пилотами по всей стране. Этот румынский 4-местный учебно-тренировочный самолет второй серии 1974 года выпуска, несмотря на свой возраст, еще ни разу не подводил. Ребята на нем прилетели сначала из Москвы в Пятигорск, а оттуда в Ингушетию. Главные элементы легкомоторного самолета – это система бортового оборудования, силовая установка, крыло, оперение, фюзеляж, ну и шасси. К примеру, масса такого самолета составляет чуть больше тонны. Наряду с иностранными моделями самолетов стоит и наш прославленный кукурузник. Он тоже примет участие в завтрашнем шоу. Прилетел из Ставрополя, преодолев сотни километров, такой же кукурузник. Вместе с этими ребятами на борту и блогеры их региона. Перелет, по их словам, у них получился штатным. Я вижу замечательный аэропорт. Просто новые бетонки, новая полоса. Я считаю, что аэропорт великолепный. Сегодня всю команду пилотов и их пассажиров поселят в доме отдыха, расположенном в живописном селении Мужичи, а завтра они снова поднимутся на небо. Сбором и организацией команд пилотов занималась компания «Небосвод Авиа», которая заранее вела переговоры с пилотами из разных городов. На приглашение наших авиаторов откликнулись многие регионы. Развитие легкомоторной авиации, она влечет за собой развитие всей авиации. Соответственно, нам нужно развивать и малую, и гражданскую, и военную авиацию. И самое главное, это развивать и прививать интерес молодежи. Всех желающих посмотреть авиашоу ждут 16 июня в автовокзале, расположенном возле аэропорта. Специальных автобусов зрители будут доставлять на площадку, где и пройдет мероприятие. Оно начнется в 11 и завершится в 16 часов. Магомед Асканов, Ильяс Дасхоев. Новости 24. Тусклые городские пейзажи в прошлом. В Назране ведутся работы по благоустройству территорий. Власти города в курсе о благоприятном влиянии цветов на эмоциональное состояние людей. Мастера трудятся над цветочным оформлением скверов и круговых развязок, а горожане радуются таким преобразованиям. Канны, бархатцы, георгины уже встречают нас на всех круговых развязках и скверах города. Проходя или проезжая на автомобиль мимо такой красоты, у многих непроизвольно поднимается настроение. Ведь яркие цветы радуют глаз даже в самую хмурую и ненастную погоду. А трудятся над созданием такого шедевра десятки цветочных дел мастеров. Светлана Базиева одна из них. Надев наушники, в которых звучит классическая музыка, и повязав на голову белый платок от солнца, женщина трудится над созданием очередной цветочной клумбы. Как признается Светлана, цветы – это ее слабость, а работа с ними – в радость. Мы много чего посадили. Это, например, бархатцы, это цинерариум, там бегошки растут. В других местах еще много сажали, гвоздички, георгины. Ну, у каждого цветка есть свое время, когда можно поливать, когда не поливать. Одни вечером, другие утром, другие можно и днем поливать, чтобы не сгорели от солнца. Над тем, чтобы такое цветение радовало нас до конца года, специалисты начинают трудиться еще в ноябре. Выращивают в теплицах семена для того, чтобы в последующем уже готовые цветы рассадить по участкам. При посадке стараются выбирать цветы неприхотливые, такие, которые смогут выжить в суровых городских условиях. Мы же видим, как город за последние годы сильно изменился. И дорожное строительство, и жилищное строительство. Ну, во всех сферах город обновляется. И мы тоже, Зеленстрой, тоже стремимся не отставать и идти в русле. И поэтому будем стараться сделать красивый, красочный город. Именно цветы нам в этом помогают, растения помогают. Муса Гандалоев из Икажева. Он приезжает в Назрань не так часто, но изменения, которые замечает в любимом городе раз за разом, просто приводят его в восторг. Каждый раз
До конца этого месяца работники Зеленстроя планируют утопить в цветах весь город, чтобы как гости, так и жители республики могли наслаждаться красивым видом и благоуханием цветов. А главная задача жителей Назрани – сберечь эту красоту. Румина Ахриева, Хаваш Гойгов, Новости 24. У меня на этом все. Удачного вам дня. Увидимся в 16:00.